Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто в шоке от вас? Кого вы шокировали? Давайте посмотрим. Ни на кого не загадывайте, песочек все увидит и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая тут игра показана, не по правилам, нечестная игра. Смотрите, здесь показывают несколько человек, которые как будто бы ведут свою игру. Игру нечестную, игру не по правилам. И вот как бы они там не ухищрялись, не изощрялись, но все тузы у вас в рукаве. Ну вот все тузы, да, в рукаве, на руках. Ну, допустим, да, карточная игра. Вот они в шоке, они такие, ну как такое может быть, да что за сила за ней стоит, да что ей сам дьявол помогает, либо кто ей помогает, она вообще кто такая, да почему, они тут уже ходят, с ума сходят, не понимают. Вот каждый раз они вам готовят западню, а вы, знаете, как будто бы проходите и сухая выходите. Да, они думают, сейчас упадет, мы побежим, ногами ее забуцаем, а вы не падаете, вы крепко держитесь на ногах и спокойненько идете, куда вам нужно. Здесь вот как несколько человек, и еще мне идет, что они, скорее всего, либо знакомы, либо даже чем-то связаны. Давно они против вас играют, и давно они в таком же состоянии находятся. Они даже вот между собой, когда начинают общаться про вас, у них в жилах кровь стынет и волосы дыбом торчат. Но потому что объяснить это невозможно. Как бы они там этим шулерством не занимались, все тузы все равно у вас, да, все козырные карты все равно у вас. И у них там уже чистки они делали, да, и какие-то обряды проводили, и даже, возможно, каким-то специалистам ходили, да, вот понять они не могут, кто вы такая, почему всегда сухая из воды выходите, почему вас ничего не берет, почему вы их так жестко переигрываете, да, прямо в пух и прах их проигрываете, да, вернее, они вам проигрывают в пух и прах. А вы, наоборот, выигрываете. Вот не понимают, они в шоке. Этих людей иногда охватывает такой ужас. Ужас прям, да, пробирает до кости. Не понимают, просто не понимают. Я не знаю, перешли вы им дорогу, либо что-то там другое произошло. Но эта вражда, она давнишняя. Возможно, вы даже как бы не обращаете внимания, просто думаете, что это какие-то больные люди, да, и с ними связываться как-то и неприлично, и вообще нехорошо. Больные люди, что с них взять? А они прям на полном серьезе вот эту свою игру решили доиграть до конца. Но сколько бы они ни играли, они всегда проигрывают. Что-то есть у вас, чего они не знают, чего не замечают. Может, вы и сами за собой не знаете. Давайте у карт спросим, почему так происходит, почему, как бы они там ни старались, ни тужились, ни пыжились, а все равно все козыря у вас в руках, да, и тузы в рукавах. Почему так? Что за сила за вами стоит? Либо кто вас так охраняет, кто вам помогает? Просто, да, даже мне стало интересно, когда я это вижу. Но вот эти ваши враги, недоброжелатели, они не знают ответа. Просто не знают. Они уже не знают, что им там думать, вообще стоит ли им думать. Но пока свои эти темные делишки все равно не бросают. Видно, у них вообще в жизни уже не осталось интересов, кроме одного, вот это вот взять и вас погубить. Но нет, не получится. Так, кто вас защищает, что за сила за вами стоит? Чуть перевернутые карты взяла.
Ваш род вас защищает. Ваш род вас защищает, он прям закрывает вас, видите? Закрывает от всего того, извините, говна, которое летит в вашу сторону. Это ваш род. Ваша семья, ваш род. Верно вас защищают, надежно вас защищают. Ну и плюс вы сами тоже с усами, да, непростой человек. Вы тоже непростой человек, просто этого еще не знаете. Сила еще ваша до конца не раскрылась, не расцвела. Может, кстати, они поэтому так вас и защищают, да, что вы успели преобразоваться, сделать переход и взлететь, вот как вам положено. Ваш род вас защищает. Возможно, в вашем роду были воины, возможно, люди-мистики были, возможно, были очень набожные, да, люди, служители культа, намоленный род, возможно. Может быть, кто-то еще будучи при жизни, когда вы были маленьким ребенком, вас зашептал, да, вот закрыл вас. И такое может быть. Интересно. Почему-то мне все время идет, что бы с вами ни происходило, даже вот этих людей не будем рассматривать, вы все равно всплываете, да, в какую бы воронку вас не затягивала, водоворот не затягивала, вы все равно всплываете, еще и сухая потом из воды выходите. Вот есть такое ощущение. То есть если посмотреть на вашу жизнь, что вам пришлось пережить и в каких передрягах вы побывали, то это прям фантастика, да, что вы до сих пор среди живых, и что мало того, что живете, так еще и процветаете на самом-то деле. Да, ваш род вас защищает. Вы редкая женщина, и сила какая-то мне еще идет, скрытая сила, что до поры до времени, пока не сформировалась, пока не раскрылась, знать об этом не нужно, и говорить об этом не нужно. И чтобы кто-то тоже другой узнал, тоже не нужно. Защищают, вас охраняют, вас защищают, как ни крути. Поэтому вот эти персонажи, они в шоке от вас, в ужасе. Это не шок, это ужас, это страх. Ну и что-то их толкает продолжать свои деяния. Ну что я вижу? Это голова козлиная, это дьявол. Дьявольские силы за ними стоят. Они их с ума сводят, да? Блокируют, наверное, мозговую деятельность. И этих людей просто вот толкают на то, чтобы они вам вредили. Но вред на вас никак не ложится, и практически вы даже и не замечаете. Многие из вас даже не замечают, что против вас такая вот, значит, деятельность ведется негативного характера. Ну, что есть, то есть. Дальше. Вот здесь показывают мужчину, который рядом. Мужчина, который рядом. Смотрите, у кого-то это парень, у кого-то это муж, у кого-то, возможно, просто мужчина-друг, но поклонник, да, тайный поклонник. Смотрите, мужчина в шоке от вас, вот какая вы разная. То есть если он рядом, он вас наблюдал разную. То есть он видел вас нежную, заботливую, теплую, комфортную, любящую, принимающую, прощающую. Да? Он это видел. И в то же время он видел, какая вы сильная, какая вы мощная, как вы боретесь, как вы умеете сражаться, как вы крепко стоите, прям врастаете в землю, да, что вас невозможно там с пути истинного сбить. И вот у мужчины прям аж сердце сжимается, да, когда он о вас думает, когда он это все представляет. Он говорит, как в одной женщине может уживаться вот столько характеров, да? Как она может быть вот здесь добрая и открытая, нежная, а здесь она прям амазонка, да, с мечом наголо, готовая ринуться там в пучину боя, да. И он так не умеет, у него так не получится, а вы так живете, вы каждый день так живете. И вот сколько бы этот мужчина не был рядом с вами, он так и не смог понять, какая вы на самом деле, да, потому что вы всегда по-разному себя проявляете, и с разными людьми себя по-разному ведете. Умеете очень быстро переключаться, умеете быстро как-то думать, анализировать, принимать решения. Вот какая-то вы
как двуликая, что ли. Ну, тут не двуликая, тут больше ликов на самом деле. Не два, точно не два. Но просто вот если взять контраст, да, здесь вы как аленький цветочек, а здесь вы как какой-то мощный кактус, да. То есть вот если контрасты взять. И, конечно, мужчина в шоке. Он вот сколько бы ни был рядом с вами, сколько бы он там за вами не смотрел, не изучал, он все равно понять не может, какая вы на самом деле. Вы как будто бы каждый раз, каждый там день, не знаю, каждый час его чем-то удивляете. И он такой: мамочки, да что происходит? Да как понять, да? Как ее понять? Иногда ему кажется, что он совершенно вас не знает, либо все то, что он про вас знает, это ничего, да, это даже не знание, это так, верхушка айсберга, причем самая шапочка, да. Ну вот какие-то такие мысли, его это, конечно, все очень завораживает, его это все очень сильно к вам притягивает. И иногда вот, ну, может, вы замечали, да, может на вас смотреть как-то изучающе, как будто бы он завороженный какой-то, да, как-то залипает взглядом на вас. Ну, он уходит там в свои мысли, да, он там пытается какие-то выводы делать, либо определения ставить. Но вот бывает. И еще я вижу, что вот если это ваш муж, либо ваш парень, иногда бывают какие-то конфликтные ситуации, и в этих конфликтных ситуациях вы всегда на голову выше. Вот как будто бы вы взрослый человек, а мужчина как будто бы непослушный ребенок. Ну, либо каждый конфликт заканчивается именно таким ощущением, что вот вы взрослая женщина, а он маленький, шкодный, непослушный ребенок. И он такой: ну как? Да, возможно, кстати, он вас старше по возрасту, но все равно он перед вами как ребенок. Вот как-то так мне идет. То есть вы умеете настолько аргументировать, настолько логически выстраивать свои умозаключения, настолько подбираете нужные и правильные слова, и каждый раз вы на голову выше. Вот что бы ни происходило, всегда на голову выше. Ну, либо последнее слово остается за вами, либо он всегда там со временем, да, идет на попятную и приходит просить у вас прощения. И он такой: ну почему, да? Ну почему это происходит? Он не понимает. Но, с другой стороны, видите, ему это нравится, это его завораживает, это ему кажется чем-то таким вот прям, ну, сверхспособностями, наверное, да, вообще он думает, наверное, что вы ведьмочка какая-то, либо фея прекрасная, либо вы не от мира сего, да, вот прям, говорит, повезло, оторвал самую необычную женщину. И если вот будет ли он там на других женщин смотреть, ну, у вас он точно ни на кого не променяет, потому что так хорошо и спокойно, как с вами, ему никогда ни с кем не будет. Даже при условии, что вы иногда ссоритесь, да, все равно ему с вами очень спокойно. Он рядом с вами себя чувствует, как у царя за пазухой. Я вам даже больше скажу. Даже его родная мама не давала ему такого ощущения спокойствия, доверия, да, которое есть с вами. Это не значит, что он прям вам все на свете рассказывает и посвящает вас во все свои тайны, но вот он вам доверяет, да, что вы для него вот как надежная, да, абсолютно надежная женщина, и с вами он может быть сам собой, с вами он может быть таким, каким нельзя быть с другими людьми, да, вот как-то с вами даже и не стыдно показать себя реальным, не стыдно у вас что-то спросить, послушать вас, да, ваш какой-то опыт, либо знания перенять, вот как-то так мне идет. Даже родная мама не давала ему такого, ну, таких гармоничных и спокойных ощущений, которые он испытывает рядом с вами. Вот. Если мы говорим про вашего поклонника, то ваш поклонник, он с замиранием сердца на вас смотрит. С одной стороны, он очень сильно боится, что вы его отвергнете, потому что вы вообще никак не, ну, в его сторону, ну, как женщина, не проявляетесь. Возможно, он для вас, там, не знаю, просто рубаха-парень, да, рядом, который находится. С замиранием сердца смотрит. И ему прям кажется, что если он вам откроется, то вы сразу его пошлете, что отношения сразу резко поменяются, и, ну, как бы вы не станете, да, не станете ему доверять, либо не станете его так близко к себе подпускать. Возможно, он уже видел, как вы разрывали отношения с другими парнями, либо там с мужем разрывали отношения, и ему просто страшно. Ему просто страшно. И вот он готов вот быть этим молчаливым поклонником до конца своих дней, но только лишь бы вот рядом с вами быть. Вот как-то так мне идет.
Может, он даже, знаете, вот радость получает от того, что он может быть рядом с вами. Другие мужчины не могут, а он может быть даже вот этим тайным поклонником, хоть так, да, но рядом с вами. Другим мужчинам такая привилегия недоступна. Да, недоступна. Так, еще от вас в шоке на работе, либо в вашей профессиональной деятельности. Если мы рассмотрим, что вы работаете в неком коллективе, работаете на кого-то, ну, по найму работаете, то их всех можно выгнать, оставить только вас. И компания будет супер успешной, да? Супер успешной, потому что вы такой человек, который многофункциональный, да? Вы можете сразу несколько задач выполнять, причем очень успешно выполнять. Плюс вы очень легко и быстро всему обучаетесь. У вас нет страха, что вот я сделаю что-то не то, либо там, а вдруг там ответственность, да, вы этого не боитесь. Плюс я вижу, что вы очень ответственно подходите к любой задаче. Неважно, это что-то сложное, либо это какая-то мелочь, ерунда, вы всегда очень ответственны. Ваш начальник, либо начальница в шоке от того, что такой профессионал достался, да, как урвала. А ваши коллеги в шоке от того, что у них такой сильнейший конкурент. Что на фоне вас, ну вот как ни крути, все равно они очень мелко выглядят, прям совсем не смотрятся. Ну, понятно, что завидуют, скорее всего. Многие, кто поумнее, там пытаются пример с вас брать, там учиться у вас пытаются. Но тем не менее, что есть, то есть. Если вы занимаетесь каким-то видом деятельности, допустим, это ваше дело, даже пусть это будет небольшое дело, то ваши конкуренты, они тоже от вас в шоке. В шоке от того, что вы постоянно что-то новенькое придумываете, что вы постоянно на корпус впереди всех. И они понимают, что вы, если захотите, то вы полностью эту сферу, да, либо эту отрасль под себя подомнете, да. Они это все тоже прекрасно понимают. И есть люди, которые вам, я так понимаю, подражают, либо пытаются освоить ваш стиль. Ну, конечно, у них так не получится, как у вас. Это какая-то такая подделка, да, копия, фейк, да, который прям распознается на раз, два, три. Еще вижу, что была какая-то в прошлом мышиная возня, когда хотели какими-то нечестными методами с вами конкурировать, бороться. Но эта ситуация вас только лишь укрепила и усилила. А вот эти, кто боролись, они как будто бы все потеряли, и сказка превратилась в тыкву. Вот я вижу, что люди пожалели, очень сильно пожалели, что они связались именно с вами, что против вас они что-то делали, и как бы что есть, то есть, да, то и получилось. Еще, мои хорошие, вот родственников чьих-то показывают. И причем родственники такие, вот знаете, и не ближние, и не дальние. Что-то вот серединка на половинку. Родственники, которые буквально не видели в вас ничего хорошего, либо прям были уверены, что вас ничего хорошего не ждет. И, возможно, здесь даже какая-то ревность могла быть, либо вот чувство собственного превосходства. Да? Смотрите, вы очень многого добились, вы прошли огромный путь, затяжной путь достаточно сложный, но вы его прошли. Вы вышли в люди. А эти родственники как сидели, да, на одном месте, так и сидят. И также вижу, что когда они от вас что-то получают, они какие-то недовольные лица делают, что типа, мало, да, давай еще, ты мало дала, ты мало помогла, ты мало вложилась. Как неблагодарные они какие-то. Даете плохо, не даете еще хуже, да. Какие-то такие еще эмоции, как будто бы вы всем им обязаны. А в шоке они от того, что вы умеете поставить границы, расчертить границы, что вы не пляшете под ихнюю дудку, что вы не, скажем так, не имеете этой сильной чувствительности, да, не даете собой пользоваться, на себя воздействовать. Вот от этого в шоке. Они считают вас грубой, они считают вас невоспитанной, они считают вас с каменным сердцем, но при этом я вижу, что они от вас зависимы. То есть это, знаете, из серии «кусать руку, которая тебя кормит». Да?
приблизительно они этим занимаются. Ну, и я так понимаю, что если бы вы поменялись местами с вашими родственниками, то они бы давно уже носы задрали и забыли про вас, про ваше существование. Вы же, вопреки, да, все равно остаетесь рядом, все равно как-то участвуете, помогаете. Может быть, не настолько, как бы они хотели, но тем не менее вы это делаете. В шоке они от того, что вы действительно стали успешным человеком, вопреки их же прогнозам. И в шоке от того, что вы все-таки с ними общаетесь, да, потому что они бы сами с собой уже бы точно перестали общаться. Такой вот вы необычный человек. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.